В Конституции провозглашается право каждого на неприкосновенную частную семейную тайну. Данное конституционное право является одним из важнейших аспектов индивидуальной свободы и означает предоставленную человеку и гарантированную государственную возможность контролировать свою частную жизнь, информацию о самом себе и препятствовать разглашению сведений личного, интимного характера. Частную жизнь человека составляют те стороны его личной жизни, которые он не желает делать достоянием других. Это своеобразный суверенитет личности, который не подлежит контролю со стороны общества и государства. Конституционный термин «тайна» выражает недопустимость незаконного, необоснованного овладения личной информацией человека вопреки его воле. Личные тайны, то есть никому не доверенную, в частности, могут составлять сведения об интимных привязанностях, личных симпатиях и антипатиях, о состоянии здоровья человека. У нас уже в статье 11 «Конфиденциальность персональных данных» Закона о персональных данных уже установлено, что собственники оператора и также третьи лица, получающие доступ к персональным данным ограниченного доступа, должны обеспечивать их конфиденциальность путем соблюдения требований не допускать их распространения без согласия субъекта или законного представителя или наличия законного основания. Лица, которым стали известны персональные данные ограниченного доступа в связи с профессиональной и служебной необходимостью, а также трудовыми отношениями, обязаны обеспечить его конфиденциальность. В силу части 1 статьи 148 Уголовного кодекса уже установлено, что незаконное нарушение тайны наказывается лишь лишением свободы на срок до 2 лет. Необходимо отметить, что личные и семейные тайны доверены представителям ряда профессий для защиты прав и законных интересов граждан, следует рассматривать как тайны профессиональные, к которым мы относим врачебную, адвокатскую, тайну исповеди, тайну предварительного следствия, нотариальных действий. Поэтому в Конституции Республики Казахстан в содержании конституционного права на личную свободу следует выделить именно такие правомочия, как право каждого гражданина, человека на свободу от незаконного сбора, обработки, хранения и использования персональных данных, в том числе с применением цифровых технологий.